Самые актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Какие первоочередные задачи стоят перед депутатами Государственной Думы от Республики Крым? Международный культурный центр начинает свою работу на территории Крыма. Отсутствие коммуникаций приносит жителям старого города существенные проблемы. Развивающие исламские курсы Иман Нурлары для детей открылись в городе Саки. О всех этих новостях смотрите в нашем выпуске. Глава Республики Крым Сергей Аксенов распределил функциональные обязанности между председателем Совета министров и заместителем председателя правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Крыма. Согласно распоряжению, вице-премьер Юрий Гацанюк обеспечивает реализацию полномочий Совмина Республики в сферах экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, лесного и охотничьего хозяйства, ветеринарии, экологического, технологического, земельного и фитосанитарного надзора. Осуществляет координацию работы предприятий, учреждений и организаций соответствующей сферы. В то же время вице-премьер Игорь Михайличенко будет курировать сферы чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки и гражданской обороны, взаимодействия с судебными правоохранительными органами. Вице-премьер Виталий Нахлупин отвечает за сферу экономики, финансов и бюджета, промышленности, имущественных и земельных отношений, государственной регистрации, кадастра, конкурентной политики, инвестиционной деятельности. Также Виталий Нахлупин получит в кураторство и спортивную сферу. Сегодня в Симферополе состоялся круглый стол в формате видеомоста «Москва-Симферополь» на тему «Крым. Открытая трибуна». В рамках мероприятия речь шла о первоочередных задачах, которые стоят перед депутатами Государственной Думы от Республики Крым. Была рассмотрена неправомерная позиция западных стран по выборам депутатов Нижней Палаты от Крыма, поднят вопрос нарушения прав крымских избирателей путем непризнания выборов. Подробнее в сюжете Асана Айбеблаева. Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал международное сообщество объединиться вокруг России, вокруг мира, который строится на справедливости. Борьба идет между двумя идеологиями, между западной и идеологией русского мира или российского мира, когда поддерживаются и защищаются традиционные ценности. И мы видим, что происходит на Западе, когда, к сожалению, размываются ценности семьи. Считаю, что все цивилизованные страны, где еще не стерты признаки национальной государственности, должны объединяться вокруг России, вокруг того мира, который строится на справедливости, и не допускать, чтобы использовались национальные, религиозные аспекты культурной экспансии или мягкой силы для того, чтобы оказывать вмешательство в национальные государства. Также Руслан Бальбек предложил созвать Ялтинскую международную конференцию 2 для урегулирования спорных вопросов в международной повестке. По его словам, после распада СССР началась точка отсчета, когда в международном праве воцарилась гегемония одного государства – политикой Вашингтона. Если Запад думает, что гегемонией своей, то есть подменяя международное право, дальше и будет установлен тот миропорядок, который навязывается международной системе, то есть глубоко ошибается. И думаю, что предопределит мир и спокойствие на планете Ялтинская конференция номер 2, да, когда мировые, то есть не в правовой плоскости нужно решать разрешение данного вопроса, а чтобы мы договорились сразу же о принципиально справедливых, равноправных условиях игры. На ближайшем пленарном заседании Госдумы Российской Федерации парламентарии, избранные от Республики Крым, будут инициировать принятие особых правил бюджетного регулирования для Крыма и Севастополя. Об этом в ходе видеомоста «Москва-Симферополь» рассказал член Комитета Госдумы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Константин Бахарев. На ближайшем пленарном заседании, которое состоится послезавтра, 2 ноября, будет представлен очередной крымский проект, так его назовем, которым предполагается продлить на 2017 год действие, скажем так, особый порядок формирования и исполнения регионального бюджета для Крыма и Севастополя и местных бюджетов региона с некоторыми изъятиями из действующего бюджетного законодательства Российской Федерации. В частности, предполагается, что и на 2017 год мы будем формировать бюджеты Крыма и Севастополя на однолетний период, а не так, как мы сейчас планируем принимать
федеральный бюджет, вы знаете, на трехлетний период 2017-2019 годы. Предложение парламентариев будет заключаться в том, что бюджет Крыма и Севастополя будет формироваться на однолетний период, а не на трехлетний, как это сейчас будет в других регионах страны. Кроме того, новоизбранные депутаты Госдумы будут добиваться того, чтобы все крымские программы были профинансированы из федерального бюджета в полном объеме, даже с учетом общего режима экономии по стране, подчеркнул Константин Бахарев. Независимо от того, как будет развиваться экономическая ситуация в стране, все наши крымские проекты и программы, как и уже утвержденные, так и те, которые сегодня находятся еще в стадии разработки, были профинансированы в полном объеме. Иначе мы не сможем выполнить те обязательства, которые взяли на себя перед крымчанами. Мы сегодня пытаемся сделать то, что в советские годы называлось пятилетка за 3 года. Мы пытаемся за короткий период, оставшиеся 3-4 года, мы должны обеспечить рывок, не шаг вперед, а рывок в уровне социально-экономического развития Крыма и фактически проделать тот объем работы, который другие субъекты Российской Федерации проделали за годы и даже десятилетия, прошедшие после распада Советского Союза. Отметим, что избранные от Республики Крым депутаты Госдумы Российской Федерации будут проводить встречи с жителями полуострова ежемесячно. Это будет происходить в рамках региональной недели Госдумы. Каждую 4-ю неделю месяца парламентарии работают в субъектах. Российские парламентарии уже провели первые региональные недели в Крыму, в ходе которых осуществили выезды в регионы, встретились с избирателями и поблагодарили их за поддержку. Такие выезды в различные регионы республики будут проводиться постоянно, чтобы охват крымчан был максимальным. Асан Абибулаев, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. На первом участке строительства моста через Керченский пролив между береговой линией и Тузлинской косой завершена работа над фундаментами 46 автодорожных и железнодорожных опор. Как сообщает информационный центр «Крымский мост», в рамках этой работы строители обустроили почти 700 буронабивных свай и погрузили 32 трубосваи. На территории Крыма начинает свою работу Международный культурный центр. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции, в которой приняли участие заместитель министра культуры Республики Крым Исмет Заатов, главный научный сотрудник библиотеки имени Пушкина Наталья Михайлова и гости из Болгарии. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также при содействии региональных учреждений культуры. Культурные центры уже функционируют в Липецке, Карелии, Екатеринбурге, Перми. Дошел черед и до Крыма. С целью создания совместного творческого продукта на полуостров приехали иностранные и московские артисты. Они намерены поделиться своим опытом и знаниями, а также вовлечь в творческий процесс молодежь и студентов. Я живу в последние 2 года в Сингапуре, а там работаю с молодыми людьми, но по сингапурской системе, которая очень отличается от нашей. То есть болгарская и ваша русская, которая очень похожа. С этим я буду делиться, я буду рассказывать, как они там делают это все, почему они так делают и какие результаты они дают. По словам заместителя министра культуры Республики Крым Исмета Заатова, ведомство поддержало идею проведения международной научно-практической конференции на тему «Пушкинский Крым, Пушкинский мир» и оказало всевозможную помощь. Предоставили возможности Русского драматического театра, это тоже и студентов театрального нашего колледжа привлекли, обеспечили проведение репетиции сводного оркестра совместно с учащимися музыкальных учебных заведений Республики Крым и иностранными артистами. Поэт, режиссер, руководитель Московского театра поэтов, артист театра на Таганке Владислав Маленко рассказал о влиянии творчества Александра Пушкина на культурную жизнь как России, так и других стран мира. Мне кажется, что Пушкин – это первый и последний, главный вежливый человек Крыма. Это человек театра, потому что он всегда был очень живым и очень молодым. И он вот эту древнегреческую структуру Крыма принял в свое сердце и научил всю Россию именно вот этому солнечному, абсолютно солнечному существованию. Да? По словам организатора проекта Ивана Донцова, МКЦ призван создать качественный уровень взаимопонимания и сотрудничества с мировым сообществом, обеспечить условия для совместного творчества молодых деятелей культуры из разных стран с нашими соотечественниками на базе региональных учреждений. У нас впереди будет еще Ростов-на-Дону, будет еще пара регионов России, а в Крыму в общей сложности мы надеемся привлечь порядка, наверное, 1500–2000 человек за все это время, включая, соответственно,
концерты, которые пройдут, показательные части. Помимо научно-практической конференции на тему «Пушкинский Крым. Пушкинский мир» будут созданы 3 творческие лаборатории, проведены мастер-классы по направлениям музыка, изобразительное искусство и литература. Также будут организованы 4 экскурсии по пушкинским местам в Крыму. По словам организаторов мероприятия, проведение МКЦ в Республике Крым с участием иностранных деятелей культуры позволит сделать большой шаг вперед в правильном восприятии Крыма как ключевого элемента русской истории и поспособствует налаживанию международных культурных связей. Сабрия Халиляева, Алим Аметов, телеканал Миллет. Музей исламской культуры Крыма появится в Симферополе. Его откроют под зданием строящейся в Симферополе соборной мечети. Об этом сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдар Исмаилов. Под мечетью спланированы классы, помещения, где все желающие смогут получить достоверные знания по исламу. В административном корпусе будет конференц-зал, где будут проходить образовательные мероприятия. По словам Айдара Исмаилова, соборная мечеть в Симферополе привлечет внимание туристов, которые хотят познакомиться с исламом. В городе Саки завершился первый региональный молодежный межнациональный форум «Вместе», основной задачей которого стало укрепление межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде. О всех подробностях далее Гульнара Каримова. Цель проведения форума – гармонизация межнациональных отношений, организация благоприятных условий для реализации потенциала молодежи различных национальностей. Участниками форума стали 70 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, представители различных народов, проживающих в Крыму, молодежные лидеры, активисты национально-культурных объединений. В конце дня был просмотр художественного фильма, после которого было его обсуждение. И это обсуждение у нас продлилось практически до начала первого, никто не хотел расходиться. Очень интересная, актуальная тема, животрепещущая. Каждый регион, который представлен на данном форуме, излагал какие-то свои проблемные вопросы, и мы пытались найти пути их решений и урегулирования. Ко всем отнеслись как к родным. Это действительно так. Я была на многих форумах, но здесь действительно атмосфера очень дружелюбная и очень такая семейная. И понравился мне вчера бизнес-тренинг, то есть как развить свой бизнес, как правильно достигнуть цели. Вот. Понравился мне вчера просмотр фильма художественного, поучительно и интересно. Во второй день форума прошла панельная дискуссия на тему интернет и СМИ как инструменты воздействия на межнациональные отношения. Председатель Всероссийского межнационального союза молодежи Кантимир Хуртаев отметил, что ему было интересно познакомиться с крымской молодежью. По его словам, аудитория была активная, поступало много интересных вопросов. Аудитория, она открыта к дискуссии, открыта к новой информации, знаниям, более того, заинтересована. И мой главный посыл состоит в том, что сегодня в рамках гражданского поля в Российской Федерации создано много возможностей для самореализации, для продвижения своих каких-то общественных инициатив. Эти возможности нужно использовать. Здесь верным представляется ускоренная интеграция в эти общероссийские общественные процессы, культурные процессы. Участницей дискуссии была также заместитель генерального директора телекомпании «Миллет» Оксана Лобода. Она рассказала о том, как правильно отбирать информацию в интернете и СМИ. Надо учитывать и тот факт, что сейчас идет информационная война, и любую информацию нужно проверять. То есть зачастую при подаче информации преследуются определенные цели теми, кто ее публикует, теми, кто ее дает. Поэтому, воспринимая какую-либо информацию, потребитель информации, да, зритель, слушатель, читатель, он должен это учитывать. Кроме этого, состоялся мастер-класс по личной эффективности, грантовая поддержка НКО. Мероприятие завершилось подведением итогов и вручением сертификатов. Гульнара Каримова, Алишер Алимов, телеканал Миллет. Отсутствие канализации в старом городе является острой проблемой, волнующей жителей микрорайона уже на протяжении нескольких десятков лет. Произойдут ли перемены, узнавала наш корреспондент Султания Меджид. На протяжении 16 лет уже куда только не обращались, хотим канализацию. Просто, чтобы нам 21 век на дворе, а мы не можем пользоваться нормальными условиями жизни. Это одно. У кого-то ямы качественные сделаны, у кого-то некачественные. И вы сами прекрасно видите, что к остановке нам подойти невозможно. Столицу Крыма, Симферополь, можно смело назвать городом контрастов. Выйдя в центр, вы увидите аккуратные газоны, разнообразные клумбы, детские площадки и чистые улицы. Но буквально в нескольких сотнях метров от центра можно увидеть совершенно противоположную картину. Отсутствие дорог, мусор и постоянные реки на дорогах из-за отсутствия канализации.
За 20 лет у нас нет ни канализации, ничего, таких условий нету. Хотелось бы, чтобы приняли меры по поводу нашей канализации, потому что накладно чистить яму, вот эту вызываем постоянно. Выкачать яму стоит порядка 800 рублей, но яма заполняется в 2-3 дня. Почему? Потому что здесь скальные породы. Сколько бетона, металла туда не вкладывай, скала разламывает, и два, как по закону физики, сосуда находят друг друга, заполняются. То есть с Неаполя в Скифского спускается дождь, и тут же заполняются все ямы. Это ровно сегодня вы выкачали, завтра вы получаете полную яму. Из-за интенсивного движения сейчас на нашей Красноармейской, сейчас просто вот эти ямы, которые у нас тут стояли 100-летней давности, они просто разрушаются, и поэтому вся вода вытекает на улицу. То есть это грязь, это антисанитария полная. Работники Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым отметили, жители старого города должны обратиться в администрацию города Симферополь. В свою очередь, администрация должна заготовить проект по заложению канализационной системы микрорайона и подать документацию на финансирование в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Якуба Зейтулаева, на рассмотрение проекта понадобится год. Город Симферополь должен в своем бюджете предусмотреть средства на разработку проекта, потому что проект тоже требует финансовых средств, и чтобы его разработать, соответственно, город должен заложить средства. Я знаю, что сейчас идет формирование бюджета уже на 2017 год, поэтому если к 2018 году получится, что мы будем иметь на руках проект с экспертизы, я думаю, где-то год, может быть, даже 2 уйдет на строительство сетей канализации. Жители района Старый город надеются, что их просьбы будут услышаны и меры будут приняты. Султания Меджид, Аким Бекиров, Умер Мустафаев, телеканал «Милет». В редакцию телеканала «Милет» обратились жители села Береговое Бахчисарайского района. Родители детей дошкольного возраста сообщили, что автобус не возит ребят в детский сад, который находится в 5 километрах от села. В проблеме разбиралась наш корреспондент Диляра Шевкетова. Каждый день родители вынуждены самостоятельно преодолевать несколько километров для того, чтобы отвезти детей в ближайший детский сад, который находится в селе Тепловка. Теперь 30 дошкольников нуждаются в подвозе. Вот раньше был автобус, а теперь его нет. Очень хочу ходить в садик. По словам местных жителей, с июня 2014 года автобус, который подвозил их все это время, отменили. Не знаем, что делать. Конечно, если правительство нам предоставило автобус, мы были бы очень рады и благодарны вам. Так как мы работаем, нам тяжело повезти ребенка, потому что нужно и работать, и ребенка отвезти в садик, и нужно как-то, чтобы оплатить за садик. А чтобы оплатить, нужно работать, правильно? Как-то нам нужен автобус. Мы не можем устроиться ни на работу, никуда, нам некуда деть детей. Возможности возить детей у родителей просто нету. Родители возят своих детей кто как может, на попутках, группами на личных автомобилях или на общественном транспорте, что тоже не всегда удобно. Первый автобус у нас в 6:20, 6:30 отправляется, 2 автобуса на Севастополь, на Симферополь. Есть в 10 автобус, 10 утра, и то не всегда. Жители села Береговое в надежде, что проблема разрешится, обращались во многие инстанции и главе администрации Бахчисарайского района, но пока получают лишь отписки. Мы обращались и в Министерство образования, и в району. На что нам ответили, что у них даже нет средств выделить нам автобус. И по законодательству не предусмотрен подвоз детей дошкольного возраста. Раньше нас возил, школьный автобус, разрешали детей возить. Последнее наше обращение было 28 сентября. Или октября? Сентября. Была выездная сессия Бахчисарайской райгосадминистрации, открытая выездная сессия, она проходила в селе Песчаном. И мы с этим вопросом обратились к Князеву. За месяц никаких изменений не произошло, даже нету никакого ни письменного, ни устного ответа на нашу проблему. А проблема очень глобальная. Дело в том, что наши дети просто лишатся даже места в садике. Из-за того, что мы в садик регулярно возить не можем. Мы надеялись, что ситуацию с автобусом нам прояснят в управлении образования Бахчисарайской районной администрации, но получить комментарий нам так и не удалось. Мы
Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Приближается российский государственный праздник День народного единства. Начиная с 2005 года его отмечают 4 ноября. В городе Армянск уже проходят торжественные мероприятия. Подробнее смотрите в сюжете. В музыкальной школе Армянска учатся дети разных национальностей. Крымские татары, русские, украинцы, азербайджанцы и корейцы. Мы поем и национальные их музыкальные композиции, потому что приходит, вот, можно я хочу выучить это. И мы с удовольствием и от чистого сердца помогаем им и сами изучаем, потому что, ну, необъятный, как бы, багаж вот этого творчества, потому что много у нас национальностей. У нас очень большая и масштабная семья. В музыкальной школе в честь праздника подготовили много интересных конкурсов. Один из них – конкурс национальных блюд. Семьи школьников приготовили национальные блюда, продегустировали их члены жюри. Крымские татары приготовили плов и курабье, азербайджанцы – долма и плов, русские – винегрет и блины. Каждая семья получила в подарок книгу рецептов национальных блюд. Представляю азербайджанское блюдо – плов. Это блюдо у нас самое главное на столе. У нас, вы знаете, что у нас народ очень гостеприимный. Когда к нам гости приходят, обязательно на столе должен быть азербайджанский плов. Я буду рассказывать стих, петь частушки. Рассказывается про вареники, с каким вкусом есть вареники некоторые. И рассказывается, как... Ну, в общем, про украинцев. Также состоялось вокальное состязание «Голос Армянска». Конкурс прошел в 3 номинациях. Дети, которые живут в многонациональном Крыму, должны сохранить свою культуру и обычаи. Что касается участников, они все талантливые и целеустремленные. Все участники конкурса исполнили песни на высшем уровне, чем завоевали симпатии зрителей и жюри. Мамочка, по итогам конкурса гран-при получила Дарья Масляковская. Первое место заняла группа «Вокальный квартет». Остальным конкурсантам вручили дипломы участников вокального конкурса и ценные призы. Гульнара Каримова, Альшер Алимов, телеканал «Миллет». В городе Саки открылись развивающие исламские курсы для детей «Иман Нурлары», что в переводе означает «лучик ислама». Программа подготовлена преподавателями основ ислама Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя в рамках просветительского проекта «Файдалы Илим». Подробнее в следующем сюжете. В городе Саки для детей в возрасте от 3 до 6 лет открылись развивающие исламские курсы «Имам Нурлары». Занятия будут проходить 2 раза в неделю в мечети Яны Джами. По словам организаторов, любовь к религии способствует восприятию достойного поколения. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: лучше, что может дать безвозмездно даровать родитель своему ребенку, так это хорошее воспитание. Поэтому мы будем работать в этом направлении и будем организовывать развивающие курсы. Дети на протяжении 4 месяцев будут посещать курсы, разработанные по специальной программе, которая позволяет малышам получать исламские знания в доступной игровой форме. Они будут учить арабский алфавит, осваивать основы исламского этикета. В одной группе 12 детей. Сейчас мы готовимся открыть 2 группы. Девочки и мальчики будут обучаться отдельно. Преподаватель исламских наук Гульсум Ибрагимова отметила стремление детей к знаниям. Кульфу Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид, валям люлят, валям якуль, кухан ахад. Родители с радостью привели детей на развивающие курсы. По их словам, о духовном развитии ребенка нужно заботиться с малых лет. Открытие подобных курсов имеет большое значение для просвещения нашего народа. Я хочу, чтобы мой ребенок знал родной язык, религию, культуру, традиции и, конечно же, духовно развивался. А самое главное, чтобы в будущем он воспользовался полученными знаниями. По окончанию праздника детям вручили подарки и сладкие угощения. Мавилея Гульнара Каримова, Альшер Алимов, телеканал «Миллет». В Симферополе состоялось мероприятие, посвященное 145-й годовщине со дня рождения композитора Александра Спендиарова. Концерт прошел в рамках Дней армянской культуры. Подробности знает наш корреспондент Мухаммед Зикрияев.
Организаторами мероприятия выступили общественная организация «Местная армянская национальная культурная автономия городского округа Симферополь», образцовый танцевальный ансамбль «Арарат» и Дом дружбы народов при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. В программу мероприятия вошла выставка «Аллея чудес» и гала-концерт. Артисты продемонстрировали гостям народные армянские танцы и обычаи. В концерте приняли участие танцоры со всех уголков России. Мероприятие проходит ежегодно, как я уже сказал, в этом году они посвящены Александру Спиндярову. К нам приехали коллективы из разных городов России. И вот в таком народном гулянии, в таком прекрасном формате сегодня мы нашим зрителям нашего города показываем вот всю нашу традицию и культуру. Заместитель председателя Армянской национальной культурной автономии Ваган Вермещан отметил, что подобные мероприятия способствуют сохранению культуры и обычаев крымских армян. По его словам, концерты проводятся на открытых площадях с целью донесения армянской традиции до крымчан других национальностей. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие мы проводим специально здесь, на открытой местности, на Екатерининском парке, чтобы побольше наших друзей из других национальностей привлекались к этим мероприятиям, мы им показали свое искусство и учились бы друг друга. Житель Судака Армен Гаспарян приехал в Симферополь, чтобы посетить выставку, ярмарку и гала-концерт. Мы не должны забывать своих каких-то выдающихся людей, ну и всегда организовать подобные вот мероприятия, чтобы поколению передавать, чтобы подрастающее поколение знали, видели, что мы уважаем наших героев, наших людей, которые много чего достигали. Многовековая история крымских армян полна как светлыми, так и трагическими страницами. Но несмотря на это, армянский народ сумел сохранить свою культуру, обычаи и традиции. Мухаммед Зикиряев, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, поэтому оставайтесь с нами, будьте в курсе последних событий. До встречи.